Студенты юридического колледжа познакомились с работой транспортной полиции. Сегодня сотрудники Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте в рамках всероссийской акции провели в Якутском аэропорту студенческий десант. Какими методами организуется безопасность граждан на объектах транспортной инфраструктуры, вместе со студентами узнал наш корреспондент Павел Танин. Основная суть акции – профориентационная работа с молодежью. Ведь посмотреть за тем, как работают сотрудники транспортной полиции, пришли студенты юридического колледжа Международной полицейской академии. Регулярно после окончания колледжа, институтов к нам в транспортную полицию приходят молодые специалисты, грамотные, умелые, которые уже на таких мероприятиях уже знают принципы работы транспортной полиции, аэропорта. В транспортной полиции имеются все подразделения, которые есть и в обычной полиции, будь то патрульная служба или уголовный розыск. Но есть и отличительные черты. Например, инспекторы по досмотру, в чьи обязанности входит не допустить перевозку запрещенных предметов и веществ. Есть и технические средства досмотра, так и ручной контактный метод проводится. Если технические средства невозможно провести, те же граждане, пассажиры, которые имеют кардиостимуляторы, которым запрещено использовать технические средства, досмотр проводится вручную. С особым интересом студенты наблюдали за работой кинолога Николая Громовского со служебной собакой Моникой. Он рассказал ребятам о тонкостях дрессировки, правильном подходе к ней и даже продемонстрировал чудеса собачьего нюха, спрятав в сумке одной из студенток мешочек с имитацией запаха наркотического вещества. Дрессировка служебной собаки начинается, конечно, с приучения, да? Это когда собака с раннего возраста поступает тебе в руки, знакомится с тобой. И ты знакомишься с собакой, да? Потому что если собака уже придет в большом возрасте, да, допустим, уже она у тебя, возможно, и не воспримет как хозяина. Ваши развеять хочу сомнения о том, что собака, собак служебных подсаживают на наркотические средства. Это не так. Собака приучивается к тому, что если она находит запах, да, искомый, то она получает за это игрушку, да, или лакомство. Вот. И в итоге только добротой и лаской собака дрессируется. За 2 часа студенты ознакомились с работой управления, а также посетили музей транспортной полиции, где для них провели экскурс в историю. Добавлю, что в качестве профориентационной работы студенческий десант со своими обязанностями справляется. Как минимум 2 студентов уже начали задумываться о том, чтобы связать свою жизнь со службой в транспортной полиции. Очень даже понравилось, очень интересно. В будущем я хотела бы работать здесь. В основном все понравилось. То, что было в аэропорту, тоже кинолог. И показывали нам всякие приборы. Это вот мы первый раз сегодня увидели. Ну и в общем нас ознакомили в транспортной полиции. Примерно что да как узнали. Ну и в будущем будем думать о поступлении. Завершением мероприятия стала встреча с начальником управления Александром Горбуновым, который рассказал о достижениях и жизни управления сегодня, о том, как сам попал в транспортную полицию и ответил на вопросы студентов. Павел Танин, Семен Афанасьев, НВК «Саха», Якутск.